В РКБ поступил больной с коронавирусом. Диагноз подтвердился, это не утка какая-то. Если не утка, значит фейк. Информацию, которая молниеносно разнеслась в соцсетях, врачи полностью опровергают и утверждают, все под контролем. На данный момент, даже с подозрением, у нас в отделении ни одного человека нету. Насколько я знаю, и в больнице нету. Но для того, чтобы не было таких случаев, в приемном отделении уже сразу при поступлении больных, я не скажу, даже если анамнез не подходит, просто у человека пневмония, обструктивный бронхит, вот более тяжелые легочные респираторные инфекции есть. У этих людей мы на всякий случай берем, мазки берем из ротоглотки, как они говорят, мокроту отправляется. Это все в Центр гигиены и эпидемиологии на анализ. Там есть экстренный тест. Для госпитализации больных в инфекционном отделении предусмотрено 40 коек, которые при необходимости можно увеличить до 46. А если и этого будет недостаточно, то расширить их можно до 75, задействовав соседние корпуса. Готовность номер 1. На случай, если сюда доставят больного с подозрением на коронавирус, предусмотрены отдельные полные боксы с выходом на улицу, то есть больного полностью изолируют с самого начала. Далее пациента переодевают, внутри находится медсестра и врач, которые делают все пробы на анализы. Через это окошко передается БИКС, где упакован весь материал для взятия проб. И самое главное, окошко закрывается с двух сторон. А значит, инфекция дальше специализированного бокса не распространится. В арсенале медиков есть все необходимое для проведения первоочередных процедур. Туда же в палату сразу же организовываются вот подобные боксы, контейнер, где есть весь полностью необходимый материал. Есть первого типа во время опасных инфекций, первого типа, это самые усиленные костюмы, противочумные костюмы. Эти полностью готовые. У нас в отделении 6 штук, нам этого вполне хватает. Противошоковые, все необходимые материалы, дезрастворы, биксы со всеми этими оборудованиями, маски, одноразовые костюмы для врачей и медсестер. Быть готовым к любому развитию событий в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ингушетии по поручению главы правительства Владимира Сластенина образован оперативный штаб с включением в его состав всех ответственных структур. В Ингушетии нет ни одного случая заражения смертельной инфекцией. Правда, 3 человека уже находились под домашним карантином. 1 человек был прибывший из Гонконга, житель республики. Это было еще в феврале месяце. Мы ему дали постановление о нахождении в условиях самоизоляции в течение 14 дней со дня прилета с этой территории, с Китайской Народной Республики. Человек прошел весь этот период, то есть находился дома, без контактов с окружающими его людьми. Анализы были отрицательные, и он благополучно снят с нашего наблюдения. Кроме того, в начале марта по поступившим сообщениям из Шереметьево к нам пришло сообщение от управления по Московской области о том, что граждане нашей республики, жители нашей республики прибыли из Италии. И мы здесь на месте уже выехали по адресам, отобрали анализы. Один из них 18 числа будет снят с наблюдения. На территории Российской Федерации, по данным на 16 марта, зарегистрировано всего 63 случая заболеваний коронавирусной инфекцией. К счастью, ни одного летального случая нет. Но эти цифры были еще утром. К концу вечера число заразившихся в России увеличилось еще на 30 человек. В мире за сутки зафиксировано почти 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это данные Всемирной организации здравоохранения. За пределами Китая наиболее сложная ситуация по-прежнему в Италии. Несмотря на то, что аэропорт Магас не имеет международного статуса, контроль прибывающих пассажиров проводится выборочно. Температура показывает 37. Это нормально, наверное, для вас. Бывает 36, там плюс-минус 1-2 градуса, не страшно. А вообще на борту мы проверяем обычно уже при расстоянии прибывших пассажиров своим другим тепловизором. И сколько времени уходит на все весь этот процесс? Буквально 3-4 минуты. Достаточное количество масок для персонала, дезинфицирующие средства. Проходит обработка всех дверных проемов, начиная от трапа самолета до выхода, где дезинфицируется каждые 3 часа в день.
А в случае, если специальный термометр показывает высокую температуру, медики перепроверяют ртутным. Отсутствие в аэропорту представителей Роспотребнадзора объясняется просто. Все мероприятия проводятся на основании опыта тех стран, где уже идет расцвет этой эпидемии, и все эти мероприятия принесли действенные результаты. Эта проверка тепловизорами, она введена только в тех аэропортах, где есть международное сообщение. Наш аэропорт не относится к таким аэропортам. У нас только внутренние по стране авиационные сообщения. Поэтому эта проверка тепловизорами, эти посты будут выставлены только в том случае, если будет соответствующая команда, если будет эпидемиологическая ситуация, согласно которой необходимо проведение таких мероприятий. Главное не скрываться, не бояться и не искать окольных путей, поскольку дальше только хуже. Вирус представляет особую опасность для пожилых людей, уже имеющих различные заболевания. Поэтому разносчикам смертельной инфекции, которые приехали из других стран, лучше изолироваться. Для лиц старше 80 лет летальность составляет 15%. Каждый шестой пожилой человек старше 80 лет, который был инфицирован коронавирусом, умирает, к сожалению. Вот такая статистика. Легкие пожилых людей не справляются с осложнениями от коронавирусной инфекции. Поэтому еще раз убедительная просьба к тем, кто в последнее время приезжал из этих стран, не скрывать. Есть люди, которые через третьи страны, по шенгенской визе, может быть, через Финляндию, как-то еще возвращаются в Российскую Федерацию, не подлежат такому строгому наблюдению. Людям нужно знать, что они могут служить источником распространения инфекции, и на их совести, в принципе, будет то, что люди заболели и, может быть, кто-то умер. Все школы, детские сады и вузы отныне закрыты на карантин. Для студентов планируют обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Перенесли и досрочную сдачу единого госэкзамена, который должен был пройти с 20 марта по 13 апреля. Врачи в один голос твердят: мыть руки, поскольку вирус может быть где угодно. Коронавирус может передаваться через банкноты. Об этом заявили в Роспотребнадзоре с ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до 9 дней. По возможности следует избегать наличного расчета и соблюдать меры предосторожности при оплате карты и при наборе пин-кода. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. В связи с распространением коронавируса на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных, находящимся на карантине людям, и стимулирующих выплат медработникам, которые занимаются профилактикой распространения нового коронавируса. На территории Ингушетии заработала круглосуточная горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции, где специалисты расскажут о симптомах и профилактике коронавирусной инфекции, разъяснят, как действовать при первых признаках недомогания. Телефон горячей линии 8 928 099 05 45. Зелимхан Калоев, Ахмед Гандаров, Новости 24.